Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от ковида. На данный момент около 13 тысяч интинцев привились первым компонентом и чуть менее 12 тысяч вторым. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Коми превышает 70%. Но, как сказал начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Рамен Галимов, такого показателя удалось достичь не столько за счет вакцинированных, сколько за счет переболевших. Последних в республике по статистике больше. Срок необходимой вакцинации истек еще 30 ноября. Постановлением главного государственного санитарного врача была определена именно эта дата. Изменения в постановление не вносились, поэтому уже сегодня те предприятия, которые подвергаются государственному контролю со стороны Роспотребнадзора, оцениваются в плане выполнения данного постановления. Никаких продлений не предполагается. Рамен Галимов отметил, что темпы прививочной кампании в республике неудовлетворительные. Обязательную вакцинацию игнорируют предприятия из сферы услуг и торговли. Начальник отдела управления Роспотребнадзора добавил, что подсчитываются полностью иммунизированные граждане. В их число входит и та часть, которая вакцинировалась однократно до конца октября спутником Light. Напомним, с 1 декабря прошлого года непривитых от коронавируса сотрудников отраслей здравоохранения, образования, услуг и общепита должны были отстранять от работы. Сроки решением оперштаба в Коми продлили до 1 февраля 2022 года. В декабре 2021 года в республике ввели обязательную вакцинацию пожилых. Привиться жители Коми 60 лет и старше, не имеющие медотвода, должны до 1 февраля 2022 года.